О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Первый этап строительства мусорного полигона на Вилюйском тракте завершен. Объект прошел госэкспертизу. Как теперь будут утилизировать отходы в Якутске? Икра и морепродукты, деликатесы из дикоросов, иван-чай и сувениры – все это можно купить на Новом Арбате в Москве. Открылась ярмарка регионов Дальнего Востока. Чем представлена Якутия? Калейдоскоп талантов в Якутске стартовал республиканский фестиваль фортепианной музыки. Сколько юных пианистов продемонстрируют свой талант? Старший хор детской хоровой школы «Соловушка» из города Нерюнгри уже принял участие в конкурсе «Славянские мотивы» в Республике Беларусь. Каких результатов достигли хористы Южной Якутии? Традиционная эстафета ко дню полиции. В соревнованиях приняли участие полицейские из 13 подразделений. Кто показал лучшие результаты? Госдума одобрила повышение минимальной зарплаты на 18,5%. Так, минимальный размер оплаты труда с 1 января повысит до 19 242 рублей. Такой законопроект Кабмина Госдума приняла в первом чтении. Документ был внесен в пакете с проектом федерального бюджета до 2026 года. Повышение произойдет на 10% дополнительно к тому, что планировалось ранее. В этом году размер МРОТ 16 242 рубля. С 1 января его размер увеличится на 18,5%. Суда под российским флагом в приоритетном порядке планируют использовать для вывоза грузов из морских портов страны. Так, в системе организации вывоза грузов из морских портов будут размещать заявки отправителей на экспорт. Оператором системы станет Федеральное агентство морского и речного транспорта. Отмечается, что иностранные морские перевозчики перехватывают перевозку российских грузов, от чего наша экономика ежегодно несет миллиардные убытки. Благодаря новому законопроекту за российскими судами будет закреплено первоочередное право вывозить из наших морских портов определенные правительством экспортные грузы. Прямые рейсы из Якутска в Казань появятся в следующем году. Авиакомпания «Северный ветер» в весенне-летний период будет выполнять прямые авиарейсы по маршруту Якутск-Казань-Якутск. Так, с 29 апреля авиарейсы будут осуществляться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing и Airbus. Время в пути 6 часов 10 минут. Первый этап строительства полигона твердых коммунальных отходов на 27-м километре Вилюйского тракта завершен. Объект прошел госэкспертизу, все необходимые акты подписаны. Отметим, что на строительство полигона было выделено около 4 миллиардов рублей. Объект реализован по нацпроекту «Экология». Продолжит Даяна Федорова. Общая территория объекта составила 46 гектаров. Полигон разделен на 2 зоны – хозяйственную и производственную. Его введение в эксплуатацию позволит не только улучшить экологическую обстановку, но и решит вопрос закрытия действующего полигона на 9-м километре Вилюйского тракта, которая давно исчерпала свои ресурсы. Воздействие на окружающую среду этого полигона уже минимальное. То есть произведена изоляция отходов, да, то есть уложены геотекстильные материалы, геомембраны, поэтому прямого воздействия отходов на почву и грунтовые воды уже не будет. Но выбросы, конечно, будут, но за выбросы они будут оплачивать так называемую плату за негативное воздействие на окружающую среду. Твердые бытовые коммунальные отходы, которые накапливаются на территории городского округа, будут привозиться на полигон. Предварительно отходы потребления будут проходить сортировку мусороперегрузочной станции. Это картон, стекло, пластик, металл, древесина и другие отходы, которые могут быть использованы для вторичного производства. То есть на полигон твердых коммунальных отходов попадет только тот мусор, который не подлежит вторичному использованию. Процент сортировки должен составить до 36%. То есть мы практически 1/3 мусора, который приходит на мусороперегрузочную станцию, должны отделить и направить на вторичную переработку. Вот, собственно говоря, такая идея. А то, что остается, значит, должно компостироваться, прессоваться и уже приезжать на современный полигон уже на постоянное хранение. Реализация данного проекта, безусловно, связана с
нашей территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с федеральной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами. Полигон начнет принимать отходы, как только завершится строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, которая расположится на 8-м километре Вилюйского тракта. Ввод станции в эксплуатацию запланирован к концу 2024 года. Таяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Движение на автодороге у нас в Ленском районе ограничит. Это связано с выполнением работ по устройству водопропускных труб на участке с 990 по 1000 километр. Ограничения введут с 19:00 завтра, 9 ноября, до 10 утра 10 числа. Водителей призывают воздержаться от поездок по данному маршруту в указанное время. Якутск возглавил региональный антирейтинг показателя преступности. Так, с января по октябрь в столице региона совершено 5680 преступлений. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Согласно данным, в Якутске в среднем фиксируют около 560 преступлений. Следом идут промышленные районы с крупными городами: Нерюнгринский, Мирнинский, Алданский и Ленский. А самая низкая преступность в арктических районах. Меньше всего преступлений в Абыйском районе – 11, на одно больше в Авено-Бытантайском – 12. В республике продолжается оказание медицинской помощи участникам спецоперации и членам их семей. На сегодняшний день помощь оказана более 1500 родственников военнослужащих. Кроме этого, медицинскую реабилитацию прошли 89 человек. Оказана психотерапевтическая и психиатрическая помощь. В рамках реабилитации в санатории Бесчагда санаторно-курортное лечение получили более 150 якутян. Сегодня система здравоохранения полностью организована и составлена маршрутизация для оказания медицинской помощи участникам СВО. Таким образом, вне зависимости от уровня оказания медицинской помощи во всех медицинских организациях организована так называемый «зеленый коридор», который обеспечивает своевременное оказание медицинской помощи. Необходимо отметить, что помимо участникам СВО, медицинская помощь и медицинская реабилитация оказывается близким родственникам участников. Но в преддверии Международного дня слепых наша съемочная группа посетила культурно-реабилитационный центр общества незрячих. О планах и трудностях, с которыми пришлось столкнуться, узнаем в сюжете Марины Захаровой. В конце 50-х годов общество незрячих проводило все свои мероприятия в Доме культуры, который построила окружная администрация города Якутска. Здание было отдельным, и часто проводимые концерты никому не доставляли неудобств. Со временем оно пришло в негодность, а обществу выделили новое небольшое помещение, но на первом этаже жилого дома. Территория была отдана под строительство нового здания с пристроенным к нему двухэтажным помещением, что будет введено к концу текущего года. Оно станет новым домом культуры, куда переедет общество слепых. К нашей радости появляется новое помещение. Здесь тесновато, там у нас будет и спортивный какой-то зал, и клуб, культурные мероприятия можем проводить. Но, к сожалению, не хватает оборудования, техники элементарной. Все мы понимаем, что общественная организация не располагает такими финансами. Финансирование организации изыскивает самостоятельно. Большая часть собранных с трудом средств идет на реабилитацию людей с ограниченными возможностями. В последнее время увеличилось количество поздно ослепших, среди них много молодых. В республике нет специального центра, и их отправляют в Алтайский край. Также общество слепых проводит социально-культурные работы с участниками, на которые также уходит часть бюджета. Нам хочется развивать спорт, хочется музыку развивать, хочется танцы для инвалидов, чтобы реабилитацию проводить. Но у нас много очень певцов есть, они хотят петь, играть, танцевать. Также мы уже лет 10 практикуем развитие массового такого спорта, как голбол. Здесь играют и молодые, и в возрасте. И вот теперь у нас на втором этаже будет свое помещение, свой зал будет, где будем этот спорт дальше развивать. Люди с ограниченными возможностями каждый день сталкиваются с различными трудностями. Им сложно найти работу, поскольку не все предприятия готовы их принять. Оттого многим приходится оставаться в своих домах. Общество незрячих старается это исправить, являясь тем местом, где они могут посетить различные мероприятия, попеть и потанцевать. Также помогает с реализацией талантов участников, чтобы они могли жить полноценно. Не зря, наверное, людей с инвалидностью называют люди с ограниченными возможностями. К сожалению, у данной категории людей нет возможности ни физически, может, где-то нематериально,
грамотно интегрироваться в нормальное обычное общество, да, поэтому наш культурно-реабилитационный центр является центром притяжения. Все равно все календарные мероприятия уже автоматически они идут. Все запланированные наши городские, республиканские мероприятия. На все проводимые работы уходит много средств. По этой причине обустроить новый дом культуры организация не в состоянии, а о закупке специального оборудования для незрячих и речи быть не может. Организация каждый год подает заявление на гранты, которые они используют для реабилитации. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. Икра и морепродукты, деликатесы из дикоросов, иван-чай и сувениры – все это и многое другое можно купить сейчас на Новом Арбате в Москве. В центре столицы открылась ярмарка регионов Дальнего Востока. Это ежегодное мероприятие проходит в рамках Дней Дальнего Востока и традиционно привлекает самую большую аудиторию. Как представлена Якутия и чем удивляла наша республика, узнаем у Максима Кардозу. Традиционно в ноябре в Москве появляется улица Дальнего Востока. И располагается она именно на Новом Арбате. А это одна из самых популярных туристических точек в столице. И, наверное, место лучше для презентации самого большого федерального округа в нашей стране и не придумать. А помогают привлекать внимание вот такие инсталляции. Пройти мимо просто невозможно. Здесь представлены, например, мосты Владивостока. Также каждый может ознакомиться с экспозицией, которая посвящена развитию Дальнего Востока. На стендах информация о новых предприятиях, туристических маршрутах, федеральных мегапроектах, которые реализуются в округе. Здесь располагаются такие павильоны, у каждого региона свой, там представлена сувенирная продукция, а также дальневосточные деликатесы. Можно сразу все продегустировать, купить, даже на вынос. Говорят, пользуется популярностью хот-дог с креветкой. Сейчас узнаем, чем же удивляет якутская кухня. В основном продаем салат из щира, и пельмени с оленины, и шаурма с оленины. Индигирка, подкопченый щир, там нарезка с картошкой подаем. И еще северная рыба на пару с овощами. Оленину я впервые в жизни ем. Очень вкусно, просто великолепно. Так что вы все-таки приобрели? Что я купил, мой дорогой? Салат индигирка, якутская деликатес. Хочу попробовать эту всю красоту. Батюшки, это же прелесть. Рядом расположились ребята из Хатасской агрошколы. Они тоже привезли свою продукцию. Это пакетированная уха, тушенка, ягоды и напитки, мед. Москвичам, скорее всего, наша продукция, она в диковинку. Не все понимают, что мы кушаем жеребятину. Молодежь больше покупает продукцию нашу, которая пакетирована, удобно с собой брать, она легкая. Просто нужно добавить нашей продукции воду, и она будет уже готовая. Ярмарка открыта до 11 ноября. И каждый день здесь проходят концерты разных регионов. Из Якутии приехали сольные исполнители и танцевальные коллективы. Ну и по традиции, якутяне каждый вечер приглашают жителей и гостей столицы на Осохой. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Ко Дню экономиста, а также столетию экономической службы республики провели экскурсию по предприятиям Якутска. Первым объектом посещения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус», где сотрудники подробно рассказали и показали спортивное сооружение. В мероприятии приняли участие более 40 экономистов из разных уголков Якутии. Отметим, кроме экскурсий пройдут круглые столы, семинары и итоговое торжественное заседание. Наша экономическая служба, конечно, она пишет только на бумагах, да, а в деле, в реальности, именно те, которые находятся в районах, им немножко сложновато. Они только по телевизору смотрят, а то, что в реальности, мы хотели показать вот то, что они делают в реальности, да, вот то, что производится, то, что вот реализуются какие-то мероприятия, чтобы они в реальности посмотрели своими глазами, потрогали своими руками, как сказать, да. Но это познавательная тоже экскурсия, которая приурочена ко Дню экономиста. Калейдоскоп талантов. В Якутске стартовал республиканский фестиваль фортепианной музыки. В текущем году детская школа искусств номер 2 стала победителем гранта президентского фонда культурных инициатив на общую сумму 589 тысяч рублей, благодаря чему и удалось реализовать проект. Подробнее о программе фестиваля узнавала Марферина Алексеева.
Во Всемирный день пианиста более 100 юных музыкантов со всей республики продемонстрировали свои таланты. Условием конкурса было исполнить 2 номера – произведение якутского композитора, второе на выбор участника. Буду играть сейчас 2 пьесы: якутская песенка и танец эльфов. А что больше нравится? Якутская песенка или танец? Якутская песенка. Сегодня буду играть Петр Ильич Чайковский «Болезнь куклы» и Гран Григорян «Кукушка». Я очень люблю фортепиано, потому что в разных пьесах оно очень красиво звучит. Не боюсь выступать, потому что я с 3 лет выступала на сцене. Программа фестиваля очень насыщена, включает в себя научно-творческую конференцию для учащихся, круглый стол для педагогов, концерт и мастер-классы от приглашенного музыканта. Здесь, конечно, важно, чтобы все музыкальные ступени, структуры от начальных классов до среднего профессионального образования и даже высшего профессионального образования, они объединялись и взаимодействовали. Собственно говоря, то, что отличает наше музыкальное образование, это преемственность и вот эта трехступенчатость от школы до вуза. Я надеюсь, что мастер-классы действительно помогут не только ребятам, но и педагогам понять, к чему стремиться, наметить какие-то профессиональные перспективы. И, конечно, я буду рада позаниматься со всеми ребятами. Фестиваль посвятили приближающемуся 80-летию школы искусств. Учреждение дополнительного образования берет свое начало с 40-х годов прошлого столетия и стала первой в республике детской музыкально-хореографической школой-семилеткой. Школа стала настоящей кузницей музыкальных кадров республики. Детская школа искусств номер 2 является первой музыкальной школой в республике, которая открылась в 1944 году во времена очень тяжелые, суровые, военное время. Да? И вот все наши, конечно, намерения посвящены навстречу юбилею нашей школы. Фестиваль призван поддерживать юных талантливых пианистов на всех этапах обучения в возрасте от 7 до 18 лет. Результатами мероприятия станет открытие новых имен пианистов, повышение интереса к музыкальным занятиям по предмету фортепиано. Параллельно будет проводиться профориентационная работа с выпускниками фортепианных отделений. Мероприятие закроет гала-концерт от победителей и номинантов. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Старший хор детской хоровой школы «Соловушка» из города Нерюнгри принял участие в 3-м международном проекте и конкурсе хорового и вокального искусства «Славянские мотивы» в столице Республики Беларусь. Каких результатов достигли хористы из Южной Якутии, знает Иван Лазаренко. Там, где соловушка, там успех. Мы соловушек встречаем и с победой поздравляем. Конкурс хорового и вокального искусства «Славянские мотивы» стал уже традиционным и прошел в Минске в этом году уже 3-й раз. Заключительный день конкурса стал волнительным для всех участников, так как помимо гала-концерта их ожидало оглашение результатов. У нас остались самые приятные впечатления. Во-первых, было очень высокопрофессиональное жюри. Председатель жюри Стефанович, это Санкт-Петербург. 3 членов жюри женщины были из Минска. То есть, когда было обсуждение после выступления, жюри давали свои комментарии, члены жюри давали свои комментарии, то было много хорошего сказано в наш адрес. Ну и были кое-какие критические замечания, которые мы, конечно, приняли к сведению. С чем-то согласились, с чем-то, может быть, не очень. Но в целом я довольна выступлением хора. Это, наверное, было самое лучшее выступление за время нашей подготовки. По результатам конкурса хор стал лауреатом 1-й степени, на ансамбль «Академикс» лауреатом 2-й степени. Для нашего вокального ансамбля это был первый опыт участия в международном соревновании. И мы довольны результатом, потому что девчата очень хотели выступить в качестве ансамбля. И, конечно, готовились достаточно серьезно. При подведении итогов в адрес хористов и руководителей прозвучало много хороших слов. Ну а сам конкурс оставил у участников самые неизгладимые впечатления. Эти солисты хора получили звания дипломантов и лауреатов 1-х степеней. Эмоций было много, особенно на награждение. Мы все рыдали от счастья, просто эмоций было куча до сих пор. Сейчас даже стою, вспоминаю, хочется плакать.
Честно, вот, да, очень много эмоций, потому что хор до этого, после пандемии, никаких первых мест не брал у нас вообще ни на каких конкурсах. Конкурсная программа хора включала 5 произведений, и участие в конкурсе такого уровня, безусловно, дало ученикам Соловушки больше уверенности в своих силах. Конкурс был очень увлекательный, конечно же, волнительный, без волнения нигде не обойтись. Это, безусловно, большой опыт для каждого хориста, для вокалиста, также для педагогов. Все вкладывают в это огромные усилия, я в том числе. Благодаря этим усилиям я заняла первое лауреатство. Конечно, без ошибок не бывает, есть к чему стремиться. Высокие достижения в конкурсе «Славянские мотивы» и педагогам, и учащимся дают дополнительный стимул к дальнейшему совершенствованию. И в скором времени таланты из Соловушки будут чаще звучать на международных сценах и завоевывать награды высшего достоинства. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Руководство и личный состав Министерства внутренних дел Якутии собрались у мемориала павшим за справедливость, воздвигнутого в 2012 году по инициативе и на личные пожертвования сотрудников органов внутренних дел республики. Сегодня полицейские отдали дань памяти погибшим коллегам. Среди имен героев Отечества немало доблестных и самоотверженных поступков стражей порядка. Память о них хранят боевые товарищи. У нас день памяти погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. В связи с этим личный состав и ветераны органов внутренних дел и Общественный совет Министерства внутренних дел к памятнику павшим за справедливость возложили цветы сотрудникам, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ежегодно в канун профессионального праздника полицейские Якутии собираются на военизированную эстафету. Задача участников – пройти 5 этапов, затратив на это минимум времени. В соревнованиях приняли участие полицейские из 13 подразделений. В некоторых командах наряду с мужчинами выступали и женщины. О том, как прошли соревнования, расскажет Александр Хавренко. Неполная сборка и разборка пистолета Макарова, автомата Калашникова, запрыгивание на тумбу, бег с утяжелением и стрельба в тире. 5 этапов эстафеты, которые преодолевают полицейские. И это все в бронежилете, который участники передают друг другу вместо эстафетной палочки. Отбор делают сами руководители подразделения. Да, есть ребята, которые уже каждый год участвуют, они готовятся к этому. Мы об этом заявляем уже заранее, за месяц, что такого-то числа будут в преддверии проводиться соревнования. Ну и вот ребята уже спортсмены сами приходят, участвуют. Геннадий Копчук уже не в первый раз участвует в эстафете и в этом году стал единственным спортсменом, который в стрельбе поразил все 4 мишени. Как участник я был на 5-м этапе и я готовился более-менее. По этапам мы проводили свои внутренние отборочные такие маленький турнир, посмотрели, у кого какие навыки более развиты. Но почему стрельба? Потому что я сам являюсь мастером спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. И стрельба ближе более-менее всех этапов. И так вышло, что именно благодаря меткости Геннадия его команда набрала наибольшее количество баллов и стала победителем турнира. Следующая военизированная эстафета полицейских пройдет в канун Дня защитников Отечества. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В Ленске стартовала спартакиада Ассамблеи народов «Сила в единстве», приуроченная ко Дню народного единства. Проходить она будет на протяжении 2 недель, а в выходные определились лучшие в волейболе и игре в шахматы. Подробности в сюжете Светланы Балеевой. Первый день соревнований начался с торжественного открытия. В нем приняли участие официальные лица города и исполняющий обязанности главы района Александр Черепанов. Он пожелал командам хорошей игры, удачи и победы сильнейшим. Футбол, волейбол такие коллективные. Я считаю, что коллективные, они вырабатывают чувство товарищества, чувство команды, командный дух. И хотелось бы, конечно, чтобы помимо спортивных достижений, спортивных состязаний, это у нас перешло на бытовую платформу, чтобы мы общались почаще, побольше, чтобы было взаимопонимание у нас с вами. Всего в спартакиаде принимает участие 8 команд. Они будут соревноваться в 9 видах спорта: волейболе, шашках, шахматах, перетягивании каната, стрельбе из лука и пневматической винтовки, настольном теннисе, баскетболе и мини-футболе. Мы к этому мероприятию готовились очень серьезно в этом году. У нас переходящий кубок, у нас планы на будущее еще больше. То есть если в этом году мы пробуем, смотрим, то в следующем
следующем году, я думаю, что это будет еще более широким охватом участников. Может быть, какие-то виды поменяются, может быть, что-то добавится. Первый день соревнования прошли по волейболу. Открыли турнир команды башкирской и якутской общины. Игра была напряженная, соперники не уступали друг другу. Но после упорной борьбы все же якуты вырвали победу. Хорошие соперники, сильные команды собрались. Я участвую сам первый раз. Пригласили, я не отказался. После состоялась игра команды победителей с бурятской общиной. Началом спартакиады участники остались довольны, убеждены, что такие мероприятия нужно проводить обязательно. Их объединяет, помимо того, что одну нацию, так и все сплоченно. И не зря говорят, что сила в единстве. Думаю, как сейчас у нас творится в стране, я думаю, обязательно надо проводить. В итоге в этом виде спорта одержала победу бурятская община. На втором месте киргизская и третье место заняла команда якутов. Продолжится спартакиада в следующие выходные. Участникам предстоит определить лучшего в баскетболе и настольном теннисе. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.